Профессор кафедры русского языка Юго-Остинского государственного университета Элис Огаглоева приняла участие в работе 4-го международного форума «Актуальные проблемы профессионально-личностного становления педагога. Вызовы, тенденции, перспективы», посвященного Году единства народов России и 95-летию Воронежского государственного педагогического университета в онлайн-формате. Форум стал площадкой для объединения усилий ученых, педагогов, практиков, представителей родительского сообщества в разработке и внедрении современных образовательных программ, обмене методиками поддержки детей с особыми потребностями, а также в формировании совместных инициатив по повышению качества воспитания и социализации учащихся. Особое внимание было уделено внедрению инклюзивного образования на всех уровнях и социально-педагогическому сопровождению инноваций в образовательных программах организаций. В рамках насыщенной программы форума работали 5 ключевых научно-практических конференций. В рамках 5-й конференции «Управление системой воспитания в общеобразовательной организации от проектирования до успешного функционирования» Элис Огаглоева представила доклад на тему «Детская общественная организация «Росзагонта» как школа воспитания социально ответственной личности». Я услышала от Ирины Викторовны напоминание о старых советских временах, о существовании и функционировании детских общественных организаций советского периода. И я как раз буду говорить о нашем новом опыте создания новой детской общественной организации, которая называется «Росзагонта» в Южной Осетии. Турбулентность современной ситуации в мире, она все время нам напоминает о том, что систему воспитания следует рассматривать через призму национальной безопасности, как ее отдельную составляющую. Мы знаем, что современное российское общество, как, впрочем, и юго-осетинское, система воспитания в нем восходит к советским временам, к таким организациям, как «Пионерия» и «Комсомол». Они внесли очень большой вклад и воспитали достойное поколение. При создании детской организации была использована практика работы пионерской организации. Это отразилось в символике, в ритуалах организации. И что я еще хочу обязательно сказать, это благодаря тем педагогическим кадрам, которые работали в советский период, у которых огромный опыт работы за плечами, наша организация сегодня успешна, и она фактически представляет Южную Осетию за пределами республики, в частности на российских образовательных площадках в Артеке и в Смене.